Хайрлы күн, с вами учитель казахского языка. И сегодняшний урок мы начнем с правила көптік жалғау, окончание множественного числа. Если эти окончания добавить словам, которые мы изучаем, лар, дар, тар, лир, дир, тир, то у нас появится множественное окончание. Например, животные, животные, человек, люди. То есть, если при добавлении этих окончаний. Жандык — это насекомые, насекомые — это жандык, тир. Врач — это единственное число, а если добавить эти окончания, то врачи, много врачей. Теперь появляется вопрос, их же 6 на одного слова, который из них выбрать? Очень просто, слова бывают вот твердые, вот видите, жануар, твердо и звонко произносится, адам. И они вот лар, дар, тар специально для твердых звонких слов. А лир, дир, тир это только для мягких слов. Вот жандык, даргир. И еще раз появляется вопрос на 3. Все равно 3 варианта осталось. Вот жануар, животное, да? Который из них выбрать? Красиво произносим жануарлар, жануардар и жануартар. Самый красивый и приятный языку выбираем ту. Жануарлар. Правильно будет, гармонно произносится и слышится. Жануарлар. А если вот так идете, жануар, тар идет, выберите тар, уже здесь вот видите, некрасиво, не гармонно. А нам нужно жануарлар. То же самое. Человек — это адам, а люди — это адам, дар. Не адам, тар. Дальше. Жандык — насекомые, а много насекомых — это у нас, опять повторяем про себя, жандыклер, жандыктир или жандыктир. Правильно будет жандыктир. Даргерлер, даргердир или даргертир. Правильно будет даргерлер. Красиво произносится. Ну, начнем изучать новые слова. Сегодняшняя тема — это у нас предметы, которые есть в классе, дома и так далее. Часы. Повторите за мной. Сават. Сават. Книга. Китап. Китап. Стул. Орындык. Орындык. Ножницы. Кайшы. Кайшы. Ручка. Калам. Калам. Окно. Терезе. Терезе. Дверь. Есік. Есік.
Орындык это стул, а стулья, много стульев. Орындык, тар. Окушы ученик, а ученики, окушылар. Терезе окно, а окна, то есть много окно. Терезелер. Гуль это цветы, от цветов много цветов. Это гульдер, как так, мягкие формы. На этом мы с вами заканчиваем наш урок. Сау вам.